В повестку дня вошли более 27 вопросов и в разделе «Разное» еще несколько вопросов, среди которых закон о моратории на повышение тарифов на электроэнергию. С инициативой принятия этого законопроекта выступил депутат Эрик Арыштуни. Необходимость принятия закона Республики Абхазия о моратории на повышение тарифов на электроэнергию обусловлена следующими факторами. В шестом созыве было выделено на приобретение приборов учета около 100 миллионов рублей, но предусматривалась закупка около 23 тысяч приборов учета, но этого сделано не было. Деньги были, судя по всему, нецелевые. В тот период происходили аварии, они перенаправлялись со статьи на статью, и при том остатке средств было приобретено около 8 тысяч. При необходимости 83 тысячи приборов учета. Хотелось бы здесь остановиться еще на том, что собираемость с учетом того, где установлены эти приборы учета, имеет положительные показания, исходя из того, что собираемость там около 98-99 даже процентов. А все остальное, честно говоря, для нас непонятно, как регулируется. Повышение тарифов на электроэнергию не привело к улучшению качества предоставляемых услуг потребителям. Соответствие ГОСТу тоже не происходит, потому что качество у нас в сети необходимое в 220 вольт отсутствует. В случае нарушения энергоснабжающей организации требований, предъявляемых к качеству энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой энергии. При минимальном размере оплаты труда, установленной Кабинетом министров, в 10 тысяч рублей, за исключением бюджетников, у которых заработная плата и того ниже. Средний счет при действующем тарифе за электроэнергию в месяц для физлиц составляет 1000 рублей. Это без учета иных коммунальных платежей. Этот платеж тяжелым бременем ложится на плечи социально уязвимых слоев населения. Должен ли быть такой тариф сегодня, завтра и послезавтра на те года, которые они расписали? Именно к этой методологии у меня большая часть вопросов, нежели к сегодняшнему. То, что не совпадает та дорожная карта, или вот я только что читал постановление об утверждении отраслевой программы установки приборов учета, в ней очень много и тонко расписано, как должно быть и какой эффект она должна получить в 2022 году при установке 23 тысяч приборов учета. Должно было быть эффектом 17% понижения потребления и 57% сбора денег, собираемости. Мы не знаем, достигли ли они этих результатов, потому что не имеем какой-либо официальной справки от них. Мы проводили комитетское собрание, совещание, и в диалоге только слышали, что-то уменьшилось, что-то увеличилось. Но официальную версию уполномоченного органа по энергетике мы не слышали. Я думаю, что у нас есть небольшое количество времени, раз все депутаты, коллеги так заинтересовались данным вопросом, спросить, именно этот вопрос задать официальному уполномоченному органу, какое видение его есть на те вопросы, которые мы сегодня увидели. И после этого принять то решение, и оно будет, я считаю, что оно будет адекватным. Что будет обратной стороной медали, так называемой, если мы сегодня примем это? Оно может быть, да, хорошо, это их приструнит, это их заставит работать, трудиться сильно, но мы не знаем еще другую сторону, что она разрушит и что она нарушит. Фактически, на мой взгляд, вот повышение тарифов – это неотъемлемая часть дорожной карты. Насколько я понимаю, дорожная карта, от которой отклоняются, да, это было совершенно справедливо замечено, она направлена на то, чтобы энергетика осталась за Абхазией, что называется. Я так понимаю некоторые положения, в том числе и положения, связанные с повышением тарифов. Если, наверное, это не популярная вещь, но если мы не повысим тариф, да, если мы не будем работать над этим. Отдельный вопрос собираемость, кстати, и совершенно справедливый к тем, кто этим занимается, и почему должны платить одни и те же, да, и почему так быстро должен тариф. Ну, так предусмотрели в этой дорожной карте. Если мы не будем повышать тарифы, если мы сами не начнем платить за электроэнергию, кто будет содержать наши сети?
передающие, распределительные и другие. В этом смысле я думаю, что это должно быть национальным интересом. Эрик Сагатович предложил сегодня инициативу, я предлагал этот вопрос отложить и дополнительно обсудить с исполнительной властью, потому что так или иначе, на мой взгляд, мы вторгаемся в их прерогативу. Да? Их прерогатива, значит, установление тарифов и их приостановление на определенном уровне. Потому на этом вопросе, связанном с тарифами, с дорожной картой, связаны вопросы, зиждутся вопросы, которые обсуждаются на МПК, межправкомиссии, между нами и российской стороной, между правительством Абхазии и России. Понимаете, тут мы получаем сегодня переток фактически бесплатно. Депутаты поддержали данную инициативу, ссылаясь на то, что население по-прежнему получает электроэнергию ненадлежащего качества, а также не до конца выполнены работы по установке приборов учета. Кроме того, поднятие тарифов отразится на ценах. В итоге законопроект был принят в первом чтении. Депутат Дауд Хутаба представил законопроект о внесении изменений в Конституционный закон о судебной власти. Речь идет о новейшей программе АСИС, которая нацелена на распределение дел внутри судебной власти. Как пояснил коллегам Дауд Хутаба, по инициативе представителей Конституционного суда эту программу предлагается упразднить. Ее содержание обходится около 14 миллионов рублей в год. Депутаты согласились и единогласно приняли законопроект. Во втором окончательном чтении принят законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс. Речь идет о законе, регулирующем банковские вопросы, а именно об условиях поручителя. Депутат Беслан Халваш уточнил, что данный законопроект нацелен на то, чтобы регулировать ответственность поручителя. Проектом закона предлагается предусмотреть случаи, когда обеспеченное поручительством обязательство было изменено без согласия поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя. В данном случае проектом предлагается оставить ответственность поручителя на прежних условиях. Действующая редакция данной статьи не предусматривает условия прекращения действия поручительства в случае смерти должника, реорганизации юридического лица должника, сроки действия поручительства, в случае предъявления кредиторам к должнику требования о досрочном исполнении обязательств, что предусмотрено данным проектом закона. Законопроект о бюджете на предстоящий 2023 год парламентарии обсуждали более часа. Вице-премьер, министр финансов Владимир Долба представил общие и основные параметры госбюджета. Предлагается на 2023 год установить параметры по доходам 12,5 миллиардов рублей, по расходам 14,2 миллиарда рублей. Соответственно, устанавливается дефицит в объеме 1,7 миллиардов рублей. Хотелось бы особо отметить об уровне динамики формируемых показателей, в частности доходов бюджета. Принятый бюджет текущего года в феврале месяце определялся в параметрах, которые ниже у нас на 1,4 миллиарда рублей, чем предлагается в 2023 году. Соответственно, в структуре доходов государственного бюджета установлены такие показатели, как формирование средств финансовой помощи Российской Федерации, которая составляет, по прогнозным данным, на 2023 год 5,1 миллиарда рублей. Это ниже уровня 2022 года на 578 миллионов рублей или на 10%. Соответственно, рост собственных доходов предлагается очевидным на 1,4, я уже сказал, по первоначальному бюджету. Доходы республиканского бюджета прогнозируются на уровне 9,6 миллиардов рублей, расходы на уровне 11,3 миллиарда рублей. Дефицит в объеме 1,7 миллиардов, о котором я уже сказал выше, полностью ложится, как говорится, на плечи республиканского бюджета. Структура дефицита, она тоже, соответственно, приложена в приложении 3 к законопроекту. Формируется в основном формируется из привлечения внешних источников. Но здесь, наверное, особо надо подчеркнуть, что такое дефицит бюджета. Из устанавливаемого дефицита в 1,7 миллиардов рублей, 1,4, а точнее 1 миллиард 416 миллионов рублей направляется на сбалансированность местных бюджетов, то есть направляется на бюджетную обеспеченность в наши местные бюджеты. 140 миллионов рублей направляется на поддержку бюджета пенсионного фонда и 10 миллионов рублей на
поддержку Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Таким образом, республиканский бюджет 94,5% направляет средства дефицита при наличии источников, разумеется, на покрытие расходов в районы. Среди особенностей проекта бюджета 2023 года, наверное, хотелось бы отметить и рост доходов. Это обусловлено итогами исполнения бюджета за 2021 год, базовыми показателями формирования доходов, установленным индикативным планом социоэкономического развития на 2023 год. Более того, в течение 2 лет подряд, как вы знаете, проводятся различные меры по оптимизации расходов бюджета. Доходы республиканского бюджета прогнозируются на уровне 9,5 миллиардов рублей, включая финансовую помощь Российской Федерации. По словам Дылба, на развитие социально-экономического сектора будет выделено порядка 3 миллиардов 700 миллионов рублей. На общегосударственные вопросы намерены выделить 2 миллиарда 674 миллиона. На национальную безопасность и правоохранительную деятельность до 2 миллиардов. На охрану окружающей среды предусмотрено около 23 миллионов рублей. В сферу образования до 600 миллионов рублей. На здравоохранение запланировано 969 миллионов 124 тысячи рублей. Сумма финансирования сфер культуры и искусства, средств массовой информации почти 377 миллионов 908 тысяч рублей. 3 миллиарда 136 миллионов рублей планируется направить на выплату заработной платы. Среди перечисленных планируемых расходов около 150 миллионов рублей заложено на празднование 30-летия Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Депутаты интересовались, на что именно будет потрачена такая сумма денег с учетом нынешних проблем в республике. Народные избранники высказали пожелание, чтобы им была представлена расшифровка в рамках законопроекта бюджета на 2023 год. Если говорить об обороне, да, у нас отражено увеличение расходов на национальную оборону на 43 миллиона. При этом фактически мы увеличили на 154 миллиона в 2022 году. Это был сначала 54 миллиона мы увеличили и на 100 миллионов. И получается, в этом году у нас на Министерство обороны было заложено 566 миллионов рублей. Так что получается, в пояснительной записке неверно отражена динамика изменения прогнозного показателя, потому что у нас показывается 9,3%. Хотя здесь закладывается 510, но фактически на 2022 год было заложено 566 миллионов. 150 миллионов на празднование Дня Победы. Я не против, на самом деле, ветеранам нашим нужно помогать и так далее, но тоже непонятно конкретный перечень мероприятий, который заложен, мы тоже не знаем, понимаете? В нем действительно не отражено вот какие-то индикаторы развития, да, предложения по оптимизации расходных обязательств, да, порядок определения приоритетности расходов, планируемое сокращение, вот о чем Дмитрий Александрович говорил, штатной численности работников. Не хватило вот расшифровок планируемых расходов. По мнению депутатов, бюджет и запланированные расходы должны основываться на задачах, касающихся угрозы национальной безопасности и вопроса энергетики, исходя из чего выразили мнение, что в эти сферы должны быть направлены дополнительные средства. Депутаты пришли к единому мнению принять бюджет в первом чтении, в случае необходимости подготовить таблицу поправок. По их мнению, необходимость в этом продиктована отсутствием расшифровки расходов и порядка приоритетов в том числе. Хорошо, что вопрос стал не только о расходах. Обычно всегда о расходах говорят. Здесь был поставлен вопрос о доходах. В доходной части не учтены все, значит, возможные источники доходов. Значит, ну, чисто по наитию, да, дефицитным был бюджет прошлого года, изыскались средства, которые покрыли вот этот разрыв, да, и отсюда просто кажется, что, значит, то же самое, это как бы заготовочка такая, да, чтобы потом показать, что исполнили план. Но мне кажется, в данном случае был четкий ответ министра на то, что, ну, давайте вместе работать над этим. Давайте вместе искать, и не только по расходной составляющей, но и по доходной тоже.
К чему я все это свожу? К тому, что очень серьезная работа предстоит. Также было предложено к следующему чтению законопроекта о бюджете пригласить руководителей министерств. Депутаты выразили готовность круглосуточно работать над поправками и подготовиться к их внесению в законопроект ко второму чтению. Депутат Бадрак Пилия представил законопроект, регулирующий особые экономические зоны. Депутат пояснил, что внесенные изменения нацелены на то, чтобы регламентировать правовую основу при создании и функционировании сельскохозяйственных особых экономических зон. Законопроект предусматривает развитие высокорентабельных, конкурентоспособных сельскохозяйственных производств и переработки сельхозпродукции. Он подчеркнул, что этот закон необходим для стимулирования роста экономики. Можно сказать, что данный законопроект нацелен на усовершенствование имеющихся правовых норм. Во втором окончательном чтении приняты бюджеты 4 внебюджетных фондов на 2023 год. Это бюджеты Пенсионного фонда, фондов обязательного медицинского и социального страхования, Дорожного фонда. Бюджет фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии был принят в первом чтении, так как депутаты и профильный комитет планируют внести в проект определенные поправки. В первом чтении также был принят бюджет фонда репатриации, так как депутаты приняли решение дождаться заключения контрольной палаты. Асида Малия, Алексей Гухава, Камила Джопу, Абхазское телевидение.